Информационная служба «Осетия ТВ». Главные темы выпуска. Дефицит республиканского бюджета с начала 2014 года составил 577 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщили на заседании правительства Северной Осетии, из-за чего сократились доходы в республиканскую казну в материале корреспондентов «Осетия ТВ». Общественно-научные чтения Марии Ясыни от Аланской княжны до Святой Русской княгини прошли в Москве. Они организованы в рамках 18-го Всемирного Русского Народного Собора. В буддийском парке под открытым небом состязались лучшие спортсмены из 45 стран. Китай принял чемпионат мира по традиционному ушу. Медали в копилку сборной России принесли два представителя Северостинской школы восточных единоборств. Эти и другие темы далее подробно. Дефицит республиканского бюджета за неполный 2014 год составил 577 миллионов рублей. Об этом сегодня на заседании правительства Северной Осетии доложила министр финансов Наталья Царева. За 9 месяцев текущего года в республиканскую казну поступило 15 миллиардов рублей. Из них 5 – это собственные доходы, что заметно меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наблюдается существенное снижение поступлений от акцизов на алкоголь и нефтепродукты. Государственные деньги в основном тратят на социальную сферу, образование, медицину. Все обязательства по межбюджетным взаимоотношениям с муниципальными образованиями выполнены в полном объеме. На социальную поддержку населения направлены более 70% от годовых бюджетных назначений. Объем госдолга уже превысил 8 миллиардов рублей. Елена Черенкова, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ. Эти люди служат не только Всевышнему, но и своему отечеству и народу. Впервые религиозные деятели Южного военного округа собрались во Владикавказе. 35 духовников принимают участие в учебно-методическом сборе специалистов по работе с верующими военнослужащими. В их числе священнослужители из разных городов России, в том числе и Крыма. Это представители как христианства, так и ислама. Никаких, треволнений или какого-то неприязни по отношению одной религии к другой практически нет. Священнослужители Русской Православной Церкви с большим вниманием и добротой относятся к военнослужащим, которые исповедуют ислам или другие традиционные для России религии. Помогают им встретиться со своими духовными наставниками. Поэтому я вижу, что такое правильное устроение военного духовенства в вооруженных силах, оно поможет в первую очередь людям прийти к Богу. Участники учебно-методического сбора обсудят актуальные проблемы армии. Долг специалистов по работе с верующими военнослужащими – поддерживать молодых солдат, воодушевлять и укреплять их боевой дух. Форум продлится 3 дня. Завтра в Южной Осетии священники проведут крестный ход, а 13-го представители духовенства возложат цветы к мемориалу «Город ангелов» в Беслане. Яна Гайгиева, Тинатин Музашвили, Ацамаз Шипшев, Осетия ТВ. Общественно-научные чтения Марии Ясыни от Аланской княжны до Святой Русской княгини прошли в Москве. Они были организованы в рамках 18-го Всемирного Русского Народного Собора. Мария была аланской княжной и женой Всеволода Большое Гнездо. Это пара – предки династии московских великих князей и царей. Александр Невский – их внук, Иван Грозный – далекий потомок. В своем лице Мария Ясыни соединяет две культуры – русскую и осетинскую. Поэтому, по словам историков, ее образ приобретает колоссальное значение в нынешних условиях возрождения русской и аланской культурных традиций. В работе форума приняли участие сотни людей, в их числе представители североостинских властей. От имени главы республики Таймураза Мамсурова гостей приветствовал спикер парламента Алексей. Княгиня сегодня учит нас свято беречь и чтить свои истоки, черпать в них силы для созидания будущего. Трудами предшественников закладывалось величие нашего многонационального Отечества. Так пусть внимание к Марии Ясыни станет данью глубокого уважения к духовному наследию нашей общей Родины, великой России. В этот же день в храме Христа Спасителя открылась выставка детского рисунка воспитанников художественной школы имени Тавасиева. Она также посвящена великой княжне. В завершении научной программы дня участников конференции ждал показ документального фильма Любови Акелиной «Аланское подворье» и концерт. Выступление Государственного камерного хора «Алания» под руководством Агунды Кукоти, заслуженного артиста Северной Осетии Вадима Чельдиева и московского ансамбля танца «Алания» имели оглушительный успех. Яна Гайгиева, Эльдар Афашоков, Осетия ТВ.
Ремесленник достигает идеала, следуя канонам, художник их нарушая. Практически все работы выполнены в жанре ню, но это не просто обнаженные тела, а произведение удивительного человека Людмилы Караевой. Здесь собрано около 40 скульптур, и каждая индивидуальна. В них показаны различные порывы души. Художник в буквальном смысле обнажает перед нами чувства персонажей. Все эти шедевры искусства представлены на выставке в музее имени Туганова. Сколько я себя помню, столько я занималась творчеством, потому что, я не представляю, как без этого вообще можно жить. Воятельница обучалась мастерству в лучших художественных академиях по всему миру – в Таллине, Таджикистане, России. Работа над скульптурами – то, без чего невозможно жить в творческой натуре Людмилы. Лепить, рубить, шлифовать и окрашивать. Объемные работы и поиск новых форм – ее стихия. С математической точностью скульптор в каждой работе находит новое пластическое решение. Автор не переступает законов природы, а стилизует натуру. Ее обнаженные фигуры чисты и целомудренны. Людмила – лауреат многочисленных международных конкурсов. Ее работы регулярно выставляются в лучших музеях Франции, Австрии, Нидерландов и Италии. В Северной Осетии персональная выставка представлена впервые. В коллекции органично сочетаются фигуры из бронзы, камня, мрамора, дерева и пластика. Когда я начинаю придумывать композицию, то я исхожу исключительно из пластических каких-то решений. Вот мне интересно исключительно форма, то есть вот как одна форма маленькая соотносится с большой, ритм, как вставляется там шарик в треугольник и так далее. Реабилитация красоты. Название выставки не случайно. По словам Людмилы Караевой, современное искусство сегодня во многом противоречит традиционным ценностям в творчестве. Погоня за оригинальностью часто приводит к искажению прекрасного. В своих работах наша землячка передает вечные достоинства, гармонию и изящность. Вот эта замкнутость, она не только психологическая, она в первую очередь, конечно, формальная. То есть для меня форма она должна быть центробежная, то есть у нее вот эти ритмы, они в себе. И вот эта формальная завершенность, такая внутреннее напряжение, оно и создает такую психологическую наполненность. Все увиденное, прочитанное, пережитое Людмилой трансформируется и переходит в творчество, в тот узнаваемый, характерный стиль, свойственный только ей. Этот жанр называют самым опасным в искусстве. Возможно, именно поэтому он и был так привлекателен для художника во все времена. Ведь только самые искусные мастера могли наделить настоящей магией, казалось бы, самое простое, что есть в природе – человеческое тело. Ирина Дзабаева, Евгений Маркин, Ацамаз Шипшев, Осетия ТВ. Утро Георгия Габуева начинается с разминки. С 4-летнего возраста он занимается ушу. За его плечами победы в чемпионатах России и Южного федерального округа. В этом году на мировом первенстве спортсмен поразил судей своей скоростью и техникой, за что был удостоен золотой награды в состязаниях с мячом. Кроме этого, Габуев добавил в копилку сборной страны серебряную медаль за выступление без оружия. Этой программой я уже занимаюсь года 3, чтобы не соврать. Но чтобы четко отрабатывал ее, что-то менял, что-то переставлял, уже с сентября. То, что мы сейчас добились, на этом зацикливаться не надо, нужно идти дальше и постараться выиграть тот же чемпионат мира, только уже в более высокой категории, по взрослым. Тогда у тебя и статус будет выше. В китайском городе Чичжоу прошел 6-й чемпионат мира по традиционному ушу. Соревнования проходили в необычном формате, в буддийском парке под открытым небом. Сюда приехали лучшие спортсмены из 45 стран. В составе юниорской сборной России выступали 2 воспитанника Остинской школы ушу – Георгий Габуев и Тимур Малиев. Ежедневные упорные тренировки только так становятся чемпионами. Спортсмены разучивают комплексы движений, совмещающие различные стили ушу. Главный критерий оценки – сложность и четкость движения, а также театральность исполнения. Соревнования с мячом, с 2 мячами и без оружия. Юные спортсмены выступали сразу в 3 программах. 14-летний Тимур Малиев показал высший результат с 2 мячами. А выступление без оружия принесло ушуисту бронзовую медаль. Мы одна из, может быть, хоть и новых школ, вернее, молодых школ среди всех восточных, но тем не менее у нас, считаю, что одни из самых высоких показателей на спортивном поприще. Все же у нас 4 золотые медали в чемпионатах и первенствах мира, я считаю, что это много.
Школе УШУ 17 лет. Ее воспитанники показывают высокие результаты, завоевывая призовые места на крупных состязаниях. Из-за отсутствия финансирования сейчас юным спортсменам приходится нелегко. Однако, несмотря на это, восточное боевое искусство активно развивается в Северной Осетии. Мадина Асханова, Артем Балатаев, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Thank you.